Очень тесными связи были и торговые между узбеками и ногаями. Так в городах учреждаются ногайские караван-сараи и бухарские дворы. Ногайский караван-сарай, к примеру, мы видим в Бухаре, дата его основания где-то 1720-21 года, а в Бухаре также известен еще с 18 века Бухарский двор, с постояльцами которого были, собственно, выходцы из Бухары, из Хивы, из других узбекских городов. И также в этом отношении примечателен факт того, что бухарский каракуль очень сильно ценился среди ногаев, в частности Северного Кавказа. И даже эти шапки и папахи, которые шились именно из бухарского каракуля, они назывались бухара-бырку, то есть бухарская шапка. Именно из-за происхождения каракуля, из которого они шились. Также и в Астрахани, и в Средней Азии наблюдается взаимопроникновение народов, иногда уникальное в своем роде. Так мы тех самых бухарских татар, точнее узбеков, в Астрахани видим, как они прошли через уникальный процесс. Процесс, когда оседлый народ становится кочевым. Так в середине 19 века те самые бухарские татары, в кавычках, решили вдруг встать с места и кочевать. Кочевать они решили вместе с особой ногайской субэтнической группой утары или алубагатцы, которые живут в Калмыкии и в Астраханской области, и влились в их состав. И также, естественно, что связующим звеном таким является личность выдающегося историка Булата Салиева, или же Бекбулата Маджидовича Салиева, который является основателем современной исторической науки Узбекистана, первым профессором истории, советским и узбекским востоковедом, тюркологом, историком первой половины 20 века, который внес значительный вклад и в узбекскую науку, и также участвовал в политической жизни. Он издавал газету в Коканде и также участвовал в формировании коканской автономии в революционные годы. Но в 1937 году его репрессировали в составе, скажем так, другой узбекской интеллигенции, имеется в виду, там были очень масштабные репрессии, они были по всему Советскому Союзу, и был расстрелян в 1938 году, но реабилитирован в 1956 году. Нужно сказать, что его дочь, она тоже стала ученой, выдающимся ученым, уже в точных науках, не в гуманитарной сфере. Что касается личности Булата Маджидовича Салиева, то мы видим, что по его, скажем так, в отношении его происхождения, его этнической национальной принадлежности есть определенная дискуссия между ногаями, татарами и даже узбеками. Так, в частности, татары его всегда причисляют именно к татарскому народу. Во многих своих публикациях они рассматривают его как татарина и, скажем так, часто об этом упоминают. А узбеки, я увидел, что в нескольких работах он представлен как человек, который был узбеком в Астрахани, но все на места расставляет метрическая запись, которую я обнаружил в Государственном архиве Астраханской области. В частности, метрические записи о родившихся за 1882 году. На этой таблице, видите, подчеркнуто красным, под третьим номером среди мальчиков идет Эроглам Бекбулат 15 март атасы Юртский Абдулмеджид Салибай углу, анасы Марьям Мухаммедқызы Кунграт махалесінде doğdu. То есть мальчик Бекбулат родился 15 марта, отец его Юртовский, то есть Юртовский ногай, Абдулмеджид сын Салибая, мать Марьям дочь Мухаммеда, и родился он в Махалле Кунрат. Он родился, в частности, в селе Башмаковка, или татарская Башмаковка, которая на ногайском называется Кызан-аул. Кызан. И эта метрическая запись как раз таки показывает, что он был юртовским ногаем, то есть относился к ногаям, скажем так, а не к татарам и не к узбекам.